Уважаемые жители города Чагатунга, мы безумно рады вас приветствовать на сегодняшнем мероприятии. Меня зовут Михаил Шельвир и моя коллега Светлана Панаитова. Мы представляем Центр «Контакт», и сегодня мы к вам приехали с очень интересным проектом, с очень важным проектом. Проект наш называется «Голосуй активно, голосуй осознанно». При поддержке PromoLex и USAID мы реализуем данный проект в этом году по югу Республики Молдова. На юге Республики Молдова мы проводим целый ряд дебатов предвыборных в различных населенных пунктах. Проводили в Ченештие, в Асарабяске, в Тараклии, в Кангазе, в Кагульском районе, в нескольких населенных пунктах наши другие коллеги проводят. И сегодня мы завершаем наш цикл предвыборных дебатов в Чагатунге. Это особый город, нам он очень нравится. Мы проводили уже несколько раз дебаты, предыдущие избирательные кампании здесь, всегда было очень активно. Даже один из моих коллег испугался в 2011 году, когда так страсти накалили, что он думал, что начнут уже драться. Тогда, правда, это была башкирская кампания, но было очень интересно и очень активно, и мы надеемся, что вы также активно сегодня будете участвовать. К сожалению, пока людей мало в зале, но мы надеемся, что люди еще будут подходить. Цель наших сегодняшних дебатов – это выяснить, кто из нынешних конкурентов ближе к вашим чаяниям, ближе к вам по духу, для того, чтобы вы поближе познакомились с их предвыборными платформами. Узнать больше о программах, убедиться в необходимости выйти 20 октября на выборы. Надеюсь, все вы будете участвовать на этих выборах. И самое главное, сделать ваш выбор осознанно, чтобы вы понимали, за кого вы голосуете и почему вы за этого кандидата голосуете. Спасибо. Мне приятно сегодня быть в Чагатунге. Вы специально надо заказать для нас красивую погоду солнечную. Я зачитаю вам правила поведения во время дебатов. В дебатах принимают участие только кандидаты на должность примара. Во время дебатов в здании, по коридорам, в вестибюле, на лестничных площадках, а также в зале не допускается распространение агитационных пропагандистских материалов. В зале не допускается деятельность различного рода агитационных групп и групп поддержки с флагами, транспарантами и другого рода агитационными материалами, скандирующими в поддержку кандидатов на выборы. Желающие задавать вопросы поднимают руку и говорят только с разрешения ведущих. В своих выступлениях кандидаты воздерживаются от выражений и жестов, оскорбляющих личное достоинство конкурентов. Избиратели, задающие вопросы с места, стараются выражать свои мысли четко и внятно, называя конкурента, кому адресован вопрос. Вопросы провокационного, агрессивного характера, оскорбляющие личное достоинство конкурентов, не допускаются. Участникам дебатов следует также воздерживаться от реплик, выкриков из зала, а также от другого рода некультурных проявлений. То есть понятно, правила довольно-таки простые, самое главное и конкуренты между собой, они должны вести себя корректно, не обвинять, без перехода на личности. Также вы, уважаемые зрители, когда будете задавать вопросы, постарайтесь четко, конкретно задать вопрос, для того, чтобы было понятно, кому вы задаете этот вопрос, в чем состоит ваш вопрос, и старайтесь избегать провокационных вопросов, обвинений и так далее. Хорошо? Все согласны с этими правилами? Не совсем, но постараемся их соблюсти. Да? У нас будет следующим образом распределяться время наших дебатов. Обычно наше мероприятие длится порядка 1,5 часа. Все зависит от вас, сколько вопросов будет из зала, от этого будет зависеть продолжительность мероприятия. В первую очередь мы предоставим возможность конкурентам представить свою предвыборную платформу. У каждого из вас будет до 3 минут. Мы провели небольшую жеребьевку. Кандидат от партии ШОР будет выступать первым, и от партии ПЦРМ вторым кандидат будет выступать. В течение 3 минут коротко вашу платформу, основные ваши идеи. После этого последует предвыборная лотерея. Мы подготовили ряд вопросов.
эти вопросы поступили от жителей вашего города. Разыгрываться будут вопросы. Эти вопросы поступили от жителей вашего города в рамках мероприятий, которые предшествовали данным дебатам. Были встречи, которые наша коллега Светлана проводила и с пожилыми, с социально уязвимыми слоями населения. И от людей поступали ряд вопросов, которые легли в основу вот этих вопросов, которые вы сможете выбрать, и какой конверт вам попадет с вопросом, вы должны будете на него ответить в течение 2 минут. То есть на предвыборную лотерею, вопросы с предвыборной лотереи, у вас есть 2 минуты на ответ. Если один из кандидатов ответил на вопрос, но у другого кандидата также есть мнение по этому вопросу, вы можете дополнить этот вопрос в течение 1 минуты. После этого мы передаем микрофон в зал, и уже от зала вопросы, которые поступают, вы озвучиваете сами. Или, если по каким-то причинам вы хотите, стесняетесь задать вопрос напрямую, вы можете написать на листочке, передать этот вопрос, и мы обязательно его зачитаем кандидатам. Спасибо большое. Приглашаем кандидатов на сцену за свои столы. Я забыл упомянуть, и будет финальное обращение после этого всего к избирателям по 1 минуте от каждого кандидата. И теперь мы приступаем непосредственно к лотерее предвыборной. Пожалуйста, господин Михальченко, выберите один из конвертов, откройте его, скажите нам номер вопроса и зачитайте. Мы переволновались вместе с вами, я прошу прощения, секундочку. Мы его отложим в сторону. У нас, это еще рано. У нас раунд предвыборных платформ. Поэтому 3 минуточки у вас будет для того, чтобы представить предвыборную платформу. Микрофон возле вас, включите, пожалуйста. И 3 минуты, таймер будет выведен на экран, вы сможете подсматривать и следить за временем. Добрый день, уважаемые жители нашего города. Коротко. Начну с самого главного, с тезиса не будем мы говорить, чисто в 3 минуты, чтобы уложиться. Я хочу сказать то, что мы сделаем в последующие 4 года, а если возможно, и дальше, 8 лет. Первое. Все службы и чиновники примарии в первую очередь будут работать на людей под прямым контролем примария. Это однозначно первое наше требование. Разберемся с нагрузками тарифов на коммунальные услуги. Снизим их себестоимость, как это сделана наша команда, мы делаем конкретно такой батарею, как это сделано в Армии. Восстановить систематическую уборку улиц, дворов и мест публичного пользования, станет чисто, уютно, это уже дополнительно, потом я могу вам рассказать, я чисто коротко программу рассказываю. Увеличим поступление в бюджет, добьемся, чтобы экономические агенты не обманывали город и платили положенные налоги. И добьемся этого, что в Барге Черногории будет увеличить бюджет в 2-3 раза. Дополнительно представим бюджет, будет направлен на социальные и инфраструктурные проекты. Начнем капитальный ремонт дорог и тротуаров. Реанимируем и создадим новые парки и скверы. Отремонтируем учебные заведения города. Создадим собственный современный городской транспорт. Начнем выдавать дополнительный материнский капитал, уже плюс к тому, что есть в Грузии от нас, дополнительно еще начнем выдавать по 2000 лей за новорожденных. Обеспечить детей в дошкольных образовательных заведениях питанием централизованным ресторанным питанием централизованным. Это будет в одном месте готовиться пища и будет разводиться по детским садикам. Таким образом мы еще сэкономим на бюджете, городском бюджете. И ведем льготы по оплате коммунальных услуг. Это мое обещание было такое, ведем льготы по коммунальным услугам, это на воду и на свет. Но на воду я вам сразу скажу, потому что это будет дополнительные хлопоты, потому что только в Молдове единственное Чедерунге, это у нас акционерное общество, которое не подчиняется ни примарю, ни городскому совету. Поэтому это очень будет тяжело пересмотреть этот вопрос. Вот такая коротенькая наша программа. Это сжатая, короткая программа, чтобы успеть по времени. Спасибо. Спасибо, господин Михальченко.
И господин Топал, пожалуйста, с презентацией программы. Добрый день, уважаемые жители муниципалитета Чедабунга, уважаемые жители, которые присутствуют на сегодняшнем мероприятии. Если говорить про нашу программу будущего развития муниципалитета, я остановлюсь на основных тезисах. Хочу сказать, что в течение этих 4 лет мы занимались развитием, восстановлением нашего муниципалитета. Но, к сожалению, основная задача, которую мы сейчас ставим перед собой, это развитие экономики, создание рабочих мест и поддержка наших экономистов. Это тот пункт, который будет стоять у нас на первом месте, потому что мы понимаем, что население уезжает. Если мы не создадим необходимые условия для работы здесь нашим людям, то у нас не будет занятости населения, соответственно, у нас не будет средств для реализации наших проектов, которые мы наметили. У нас есть очень много проектов, связанных с экономическим развитием. В рамках проекта «Мэры за экономический рост» мы прошли первый этап отбора по этим проектам. Уверен, что у нас получится, мы сможем привлечь средства для того, чтобы строить наши производственные площадки, которые будем предлагать нашим потенциальным инвесторам. Следующее направление – это ремонт наших местных дорог, тротуаров. У нас более 85 километров местных дорог. За эти 4 года нам удалось отремонтировать капитально чуть более 11 километров. К сожалению, этого недостаточно. Мы понимаем, что 21 век, острая необходимость, и мы будем, конечно, параллельно ремонтировать наши местные дороги и наши тротуары. Следующее направление – это инфраструктура. Также наше уличное освещение нам удалось за 4 года процент освещаемости нашего муниципалитета с 20% увеличить практически до 95%. Следующий этап – это реконструкция, замена старых неэкономных фонарей на более современных LED-фонарей. Следующее направление – это поддержка детских садов. Мы провели очень большую работу. У нас капитально отремонтированы все котельные современные, система отопления, капитально отремонтированы пищеблоки, мы ремонтируем группы, мы закупаем постель, мебель, и, соответственно, эти проекты будут продолжены в рамках нашего бюджета, плюс средства, которые нам удалось привлечь. Следующее – это социальная поддержка малоимущих. У нас 6 социальных проектов, которые внедрены были с 2015 года. 1200 человек получают социальный хлеб, более 600 человек получили пособие на холодный период. Такое же количество получили компенсацию за 2 куба воды, потребленной водообеспечения. Мы начали выделять компенсации по сумме 300 лей по замене водомеров. И, соответственно, эти проекты будут продолжены. И у нас в городе проживает более 2000 человек, которые практически находятся за чертой бедности. Мы планируем приобретать социальное жилье, предоставлять категории малоимущих. Это одинокие пенсионеры, это многодетные семьи, это инвалиды. Это перечень проектов, которыми мы будем заниматься в течение будущих 4 лет, в случае, если нас вы поддержите. Спасибо большое за презентацию. И перейдем к вопросам батареи. Пожалуйста, господин Михайлович, зачитайте вопрос и номер вопроса. Номер 4. В городе многие памятники находятся в плачевном состоянии. Кто должен отвечать за их реставрацию? Что предполагает ваша программа в этой области? Я надеюсь, что памятники находятся под пристальным присмотром примарии. И на это должны выделяться бюджетные деньги. Другого ответа у меня нет. Только за счет бюджета примарии. Спасибо. Вы можете прокомментировать 1 минуту на ответ. Да, действительно, все памятники, которые находятся у нас в муниципе, должны быть в видении примарии совета. Мы стараемся в меру своих сил и возможностей уделять внимание памятникам, которые, скажем, перешли со времен Советского Союза. Нам в течение этого периода удалось в том числе установить несколько новых. Последний – это в ближайшее время будет открыть памятник, он же плюс установлен перед лицеем Машкова. На следующий год запланирован капитальный ремонт монумента славы, который находится у нас в Парке Победы. Соответственно, мы будем уделять, конечно, дальше внимание нашим памятникам. Спасибо. И следующий вопрос. Господин Топал. Номер вопроса сразу скажите. Номер 5. Можно здесь микрофон, для видео лучше. Город Чедабунга обеспечен водой, однако эта вода является технической и непригодной для питья, что предусмотрено
программе для решения проблем с обеспечением города питьевой водой. К сожалению, очень все правильно написано, она даже не техническая, она даже не соответствует техническим нормам. Поэтому есть проблема того, что это единственный районный центр, где АПТР не находится в прямом видении администрации города. Мы 4 года, в течение 4 лет совместно с общественными организациями, нашими жителями пытались решить вопрос, скажем так, путем переписок, принимали очень много решений, в том числе с требованием дать разъяснение, почему техническая или нетехническая вода должна стоить 16-20, почему водомеры меняются за счет потребителя. К сожалению, мы не смогли получить должного ответа от руководства предприятия АПТР и учредителя районной администрации, поэтому я вижу решение вопроса в обращении в суд, где не сами жители, а примарийный совет должны в судебном порядке защищать интересы наших жителей. Михайличенко, прокомментируйте. Я хочу сказать еще дополнительно, почему я и говорю. Это уже в течение многих лет. Еще когда взяли турецкий кредит, они говорили 5-7 лет, а потом мы снизим налоги. Цены на воду. Но оказывается, они только поднимаются. И это надо было очень давно это сделать, потому что организация находится на земле примарии, насколько я знаю, да? АПТР. Там наши строения, там наши здания, там наши гаражи, там наш транспорт. Они им пользуются, а цены они устанавливают самолично и как хотят. Это в первую очередь надо поставить судебные заключения суда, чтобы поставить все на свои места, и это будет буквально в смысле в течение 3 месяцев после прихода на работу. Не во власть, а на работу. Спасибо. И следующий вопрос на галерее от жителей города Читермана. Номер вопроса, пожалуйста. По городу много бродячих собак. Кто этим занимается и кто должен отвечать за это? Что для этого нужно, чтобы решить эту проблему? Я думаю, для этого нужно, опять же, Гражданам пересмотреть все решения ранее заключенных договора на аренду земли, на другое, потому что, посмотреть, очень много пустующих зданий есть. Там можно сделать приют для собак, хотя бы, или не приют, хотя бы для того, чтобы их, не скажу, грамотно. Да, для того, чтобы их стерилизовать, а потом уже дальше поставить. А территории, очень много помещений на территории, даже бывших хлебзаводов, много пустующих зданий. Возле школы номер 6 очень много пустующих зданий, которые можно перепроектировать их и решить эту данную проблему. Спасибо. Вы можете прокомментировать? К сожалению, это очень сложный вопрос, который нам не удалось решить. Проблема есть в законодательстве. Сегодня отстрел собак запрещен, наверное, это и правильно. Но сегодня, к сожалению, у органов местной власти руки завязаны. У нас очень большое количество людей пожилых, которые нуждаются в помощи. Есть решение несколько. Мы будем обращаться в органы региональных властей, чтобы построить такой приют для собак у нас в ГУЗИ. И параллельно мы сейчас ведем переговоры. Есть уже договоренность с ветслужбой. Мы будем этих собак отлавливать, проводить необходимую, чтобы дальше собаки не плодились, и, соответственно, в какой-то мере уменьшит. И еще одна мера, которая, может быть, вначале, я думаю, в виде шутки, но в том числе мы будем поощрять жителей муниципия, которые добровольно захотят собаку взять на содержание, и в дальнейшем они будут за этой собакой следить. Спасибо. Во всем мире есть чипирование собак, стерилизация, и все это работает. Спасибо. Следующий вопрос на галерее. Вопрос номер 1. Есть ли в вашей программе строительство площадок для детей по районам города? Вопрос очень хороший, потому что мы должны делать все для того, чтобы наши дети были заняты не только компьютерами и мобильными телефонами. Мы этот проект начали реализовывать. У нас в городе было установлено несколько детских площадок. Мы стараемся активно привлекать это жителей, особенно многоэтажных домов, где объявляем конкурс на самый благоустроенный двор. И в виде приза данный двор получает установленную мини-площадку. Мы планируем, что в каждом микрорайоне при учебном заведении должна быть мини-поле для игры в футбол, волейбол, и рядом должна быть установлена детская площадка. Спасибо. Следующий кандидат.
не только планируем, а мы это сделаем. В каждом многоэтажном дворе будет заасфальтирован двор, где будет выложено специальное место для вытряски ковров, специальные места для детских и спортивных площадок. В каждом многоэтажном доме нашего города в течение 3 лет. Во всех многоэтажных домах. Благодарю, спасибо. Очень интересная сессия получилась у нас. А теперь вопросы из зала, если есть. Ну, спасибо. Представляйтесь, задавайте. У меня вопрос такой. Анатолий Афанасьевич, скажите, пожалуйста, в вашей программе есть так, чтобы жители Читермунга не уезжали из города, чтобы их обеспечить жильем? Мы не можем, к сожалению, обеспечить сегодня всех жителей, которые нуждаются в жилье, потому что жилого фонда практически в Приморье нет, ничего не строится, это очень дорогостоящее удовольствие. И сегодня поэтому я сказал, что в моей программе есть, мы планируем, что будем закупать ежегодно по 5-6 домов. Это будет социальное жилье, которое будет передаваться остро нуждающимся. Это будет в основном семьи многодетные. Очень много есть случаев, когда насилие в семье, когда женщина с детьми остается на улице. То есть это больше будет касаться, в первую очередь, категории малоимущих. Плюс у нас есть планы на открытие общежития для категорий, которые остро нуждаются в жилье. У нас в программе построения социального жилья. Это пойдем по зеркальному отражению Андреева, где будут построены дома на 4 квартиры, где люди будут жить и в течение 30 лет будут выплачиваться от 300 до 500 рублей в месяц ежемесячно, но это жилье остается и в течение 30 лет они и останутся здесь, и вернутся многие люди в наш родной город, и будут здесь проживать и платить всего только 300-500 рублей в месяц. По плану, как мы делаем и обещаем в каждом городе, это буквально начиная от 6 до 8 таких домиков. По 4 квартиры, получается, пределы 32-34 квартир. Я считаю нецелесообразным покупать дома где-то, потому что себестоимость их подрастет, и там надо систематический ремонт, и те люди, если придут, им надо больше денег затратить на ремонт данных зданий, чем само здание будет стоить. Спасибо. Спасибо. И вопросы из зала. Я поддержу. Спасибо большое, Толя. Ты помог всей, как говорят по-таману. Извини, пожалуйста. Лишних слов нет. Ты помог всем. И освещение, и щебенка, и тротуарных плитки. Все. Спасибо большое. Спасибо. Я не поняла вопрос. Вопроса нет, да? Да, вопрос. Огромное спасибо зрителям. Без длинных предисловий задавайте вопрос, пожалуйста. У вас тоже есть одна минута. Анатолий Михайлович, желаю вам здоровья, чтобы еще 4 года поработали, как вы говорите сейчас. Изменения очень большие здесь в городе. За 4 года уже. Вы думаете продолжать дальше так же? Вопрос. Если жители нас поддержат, у нас есть программа реальной деятельности, мы знаем, что такое мы знаем все наши проблемы, которые в городе есть, и, конечно, мы будем заниматься, потому что, к сожалению, нам удалось решить только 5% всех проблем, которые в городе есть. Да, если, пожалуйста, пару таких выступлений, пожалуйста, сразу можно окнами, потому что очень мало времени надо работать. Поздравлять мы потом будем уже. Если есть, пожалуйста, конкретный вопрос задавайте. Хвалить вы потом будем, не знаем, где и кто и как хвалит. Не занимайте время, пожалуйста, задавайте конкретные вопросы. Спасибо. Прошу вопрос. Конкретный вопрос. У меня как бы не вопрос, а может даже предложение. Меня интересуют проблемы диабетиков. Дело в том, что каждый, который болеет, знает, что им нужно в день по 3-4 раза проверять свои состояние свое. Показатель для того, чтобы это все сделать, нужны пластиночки. Пластиночки стоят очень дорого. Так как мы получаем очень незначительную пенсию, 1000 рублей, а 50 пластиночек стоит 100 рублей, а в день надо 2-3 раза это делать, это как бы получается обойца в копейку. Многие диабетики страдают этим, и практически люди не могут проверить. Может, я не знаю, просьба или как вам даже не вопрос, или предложение, немножко обратите внимание диабетикам тоже, пожалуйста.
Спасибо. Вы можете ответить ваши пожелания, сказать по этому вопросу? Данный вопрос очень серьезный. У нас очень много людей больных, очень много инвалидов. И, к сожалению, мы должны понимать, что государство не выплачивает должное пособие данной категории людей. В течение 4 лет мы очень большую поддержку оказали такой категории людей через наш бюджет. Кроме этого, у нас существует районный фонд оказания помощи именно людям, которые больны. Они могут обратиться, там есть примария, имеет свою квоту. Наш представитель присутствует на районе, где выделяются средства для того, чтобы оказывать посильную помощь этой категории людей. Но все-таки это должна быть очень серьезная программа государственная по оказанию помощи такой категории больных. Спасибо. Хочу дополнить. Кроме этого, что коротко я рассказал о своей программе, расширенную программу можно говорить часами, но, к сожалению, мы ограничены во времени. Поэтому также хочу сказать, что по этому поводу в районе местных комбината будет открыта аптека. В ближайшие 4 месяца, как только стану на работу, ни одной аптеки нет возле цены. И еще хочу добавить, что она будет социальная, где пенсионеры и инвалиды будут платить 50% стоимости, а другие граждане 70% от стоимости медикаментов. Это везде у нас действует, проверено и очень эффективно для наших людей, особенно пожилого возраста. Благодарю. Спасибо. Следующий вопрос из зала. Уважаемый Анатолий Афанович, скажите, пожалуйста, что за тенденция пошла у нас в Приморье, не только вы, но и предыдущие? Все бюджетные подведомственные учреждения города Чебаркули постепенно передаются, предпоследнее было передано в новом году Дома престарелых, остался только одна Дом культуры, которая немножко, чуть-чуть там зарабатывает, но все равно в бюджете. У меня такое ощущение, что скоро у нас остается только Приморье, работники Приморья, и только город, улицы, там дороги и так далее. Все учреждения отдают, где есть финансирование и налоги еще собираются, такие как рынок, Апотерма по политическим мотивам в 2003 году, это долгая история, рассказывать не буду. Первый вопрос. И второй. Насколько я слышал, и сам слышал, и вот люди слышат, что предыдущее руководство города, предыдущие ничего не сделали, вот только мы пришли и сделали. Я лично знаю источники финансирования, но я хочу, чтобы услышали и жители, откуда такие финансы, что мы, или там кто-то, я был 8 лет, мы не смогли, а вот вы пришли такие, и сделали. Вот я же задаю вопрос. Всегда источники. Спасибо. Спасибо. Очень хороший вопрос, который, кстати, задают на всех встречах. Мы провели около 80 встреч с жителями микрорайонов и на предприятиях. Значит, если говорить про дом престарелых, он сам себе противоречит, господин Куртоглу, когда говорит, мы должны зарабатывать деньги. А какие деньги мы можем заработать за счет дома престарелых? Сегодня бюджет муниципия тратил на содержание 3 одиноких стариков около 2 миллионов рублей. Во всем мире есть общепринятая практика, когда такие учреждения находятся на балансе центральных властей. Но у нас сейчас мы попросили взять их на баланс региональных властей. Соответственно, эти 2 миллиона рублей, которые мы тратили на содержание 30 одиноких стариков, мы сейчас за счет этих 2 миллионов средств, мы их оставили на социальной сфере, мы поддерживаем более 1000 человек, которые тоже в этом остро нуждаются. Поэтому я считаю, что мы, наоборот, те средства, которые направляли на социалку, сейчас большее количество людей могут получить помощь со стороны Приморья. Откуда берутся финансы? Это вопрос, на который я сам отвечаю. 2 вопроса. Значит, это наши собственные налоги, которые мы собираем и показываем, что мы собираем. Мы налоги не увеличили, мы их начали собирать со всех. И недоим, которая была, она сегодня есть. Мы начали собирать землю за аренду земли, это очень серьезные суммы. Мы добились получения статуса муниципия, мы его добивались, спасибо советникам нашим, спасибо депутатам парламента и жителям. Это плюс 6 миллионов бюджет нашего муниципия. Мы очень активно работаем с проектами, у нас есть проектная группа, мы планируем увеличить ее до целого отдела, потому что за счет проекта нам удалось привлечь в город около 20 миллионов рублей. А это практически один бюджет 2015 года. Благодарю. И комментарий, пожалуйста. Хочу добавить, чтобы не было потом таких вопросов, как от господина Куртогла, Приморье должна быть открыта.
должны все быть опубликовано и должно быть все вывешено, чтобы люди знали, какие деньги поступают и куда эти деньги уходят. И я вам хочу сказать, что мы поработали по программе, у нас очень сильные юристы, очень грамотные люди, и я вам твердо могу обещать, мое слово закон, бюджет Чатырмунки, города Чатырмунки будет увеличен в 1,5 раза. 1,5 раза буквально за 2 года. Спасибо. Здравствуйте, Карачева Людмила. У меня вопрос к Михаилу, господину Михаилу Михайловичу. Программа хорошая. Меня интересуют источники финансирования по обеспечению социального жилья. Откуда будут выделяться эти средства для строительства? Потому что строительство – это не маленькие финансы, туда нужны серьезные существенные вливания. И ответьте на эти, откуда будут эти средства? Я понял вас, спасибо большое. В первую очередь, когда я приду на работу в Примирию, мной будет недовольны всего 2-3% города, населения города. Это те люди, которые имеют предприятия, которые не платят налоги государству, а платят только минимум. Также будут подняты акцизы на табачные изделия на 350%, на алкоголь будет поднято на 100%. Это не говорит о том, что бутылка водки, если стоит сегодня там 50 или 100 лей, она будет стоить 300 лей. С этих денег пожалуйста, если можете микрофон, я вас не слышу. Я вам отвечаю, откуда мы возьмем деньги в бюджет. Спасибо. Следующий комментарий, господин Топал, если есть дополнить. Я хочу поправить своего оппонента, что есть вещи, которые не регулируют ни Примария, ни Совет. То есть мы не можем повышать акцизы. У нас есть местные налоги, местные сборы, которые мы утверждаем на заседании муниципального совета. Соответственно, есть компетенция органов местной власти первой. Поэтому я бы порекомендовал бы оппоненту изучить хорошо законодательство, чтобы обещать твердо и законно. Спасибо. И следующий вопрос. Нет, я встану. Хорошо, спасибо. Кандидат в средний департамент по 15 номеру. Значит, хочу задать вопрос обоим кандидатам. Недавно, дня 3 назад, Майя Санду дала интервью. И это коснулось строительства аэропорта в Чатырмунке, то есть возобновления ее работы. Она там ответила, что под вопросом наш аэропорт. Почему? Потому что в Маркулештах какие-то инвестиции уже вкладывают, и в Бельцах какие-то инвестиции вкладывают. Не получится ли так, что мы подведем нашу Башкану Ирину, которая обещала работу этого аэропорта? Если мы не вложим никаких инвестиций и не будем делать никаких продвижек, то мы можем остаться без аэропорта. Как вы на это смотрите? И откуда вы можете привлечь инвестиции, чтобы это дело сдвинуть с мертвой точки? Спасибо. Комментарий, пожалуйста. Вы за что боитесь, что подведете Ирину Влад или за то, что деньги не будет в бюджете? И то, и другое. Я отвечу, если есть будет какая-то возможность, чтобы открыть аэропорт в нашем прекрасном городе, это будет сделано. Поверьте мне, найдем мы и внутренний резерв, найдем и внешний резерв, найдем и доноров, найдем мы всех бизнес-класс, который вложит деньги в это мероприятие. Можете быть уверены. Так что передайте Ирине Влад, пускай спит спокойно. Шора не подведет. Вопрос строительства аэропорта, он сегодня обсуждается. Я знаю, что есть заказ международных экспертов, чтобы они до конца октября должны дать заключение, насколько возможно на этой территории построить аэропорт. Если Гагаузия привлечет инвесторов, и у нас будет частный бизнес, который будет готов вложить средства в строительство аэропорта, я уверен, что центральное руководство Республики Молдова, конечно, не будет против. Есть еще вопросы в зале? Есть вопросы? Поступили в письменной форме, я зачитаю. Хорошо. Есть вопрос? Хорошо. Здравствуйте, Чудана. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к господину Топалу.
уменьшилась ширина дорог? Ну, во-первых, она несущественно уменьшилась. Сегодня ширина дорожного покрытия на улице Чкалова составляет 7 метров. Он у нас присутствует технадзор, кстати, который вел данный участок. 7 метров ширина дороги, по обоим сторонам есть тротуары, есть оборудованные парковочные места. Мы установили все необходимые знаки. И на вот этом отрезке улицы Чкалова тот пример, какими должны выглядеть наши все городские улицы в будущем. Соответственно, мы принимаем во внимание, согласно требованиям по местным дорогам, местные дороги могут быть шириной в том числе 3 метра. Все зависит от того, насколько эта дорога перегружена, какой грузопоток. Плюс мы понимаем, что сегодня есть центральная улица Ленина, которая имеет 2 полосы в разные направления. Это наша главная, она республиканская дорога, по которой самый большой грузопоток. Соответственно, это и экономия природных средств, и самое главное, мы понимаем, что мы работаем по утвержденным требованиям. Я дополню. Мы строим дороги, мы строим качественно и по всей улице. Начинаем не с центра, с центральной улицы, где она проходит, а начинаем с края. Начинаем с Матросова, начинаем с Жуковского, начинаем с Лизы Чайкина, начинаем с Олимпийска и продвигаться будем в центр. Чтобы когда примар шел на работу, он каждый день спотыкался и видел, что людям ходить еще хуже. Спасибо. Спасибо. И вопросы задам. Не планирует ли ваш представитель партии в ближайшее время посетить Чедрунгу и встретиться с избирателями нашего города жителями? В ближайшее время. Название вашей партии. Приехать в Чедрунгу, встретиться с жителями. Завтра встреча состоится в Рио в 14 часов дня. Спасибо. Также поступали вопросы во время наших встреч перед выборами, которые касаются города. Мы некоторые из вопросов зачитаем. Вопросы обоим кандидатам. Какие действия должен предпринять будущий примар для того, чтобы официальный сайт примарии работал на регулярной основе? Пожалуйста, по 1 минуте ваше видение по этому вопросу. Я хочу сказать, что благодаря поддержке общественных организаций мы участвовали в одном проекте, соответственно, у нас сайт работает регулярно. Да, есть проблема с переводом дословно на гагаузский язык, эта проблема есть. Есть раздел «Прозрачность», соответственно, наш сайт не политизируется, у нас там нет никакой политической информации. Мы в течение 4 лет старались использовать наш сайт для того, чтобы информировать население максимально о тех проектах, которые реализовываются, о тех праздничных датах и другой информации, которая не является политической. Спасибо. Хочу добавить, действительно, сайт работает очень хорошо, не видно. Самое главное, заметно, что не сполизирует. Потому что, когда я только заступил в должность, кандидат в должность примаря, оно было опубликовано через неделю. Это, возможно, Михайченко баллотируется, возможно, будет баллотироваться. А так никакой политики. Буквально в смысле все открыто. Спасибо. Благодарю. Поступил вопрос из зала письменный. Я его задам. Как можно избавиться от камыша, растущего вдоль речки, и почему эта проблема не решается? Проблема 2 речек, которые сегодня протекают через центральную часть города, она очень актуальна, и даже те работы, которые были проведены по очистке речки Стратан, эффекта большого не дали, потому что камыш, он любит грязь, он семена распространяет, соответственно, даже тот участок, который нам удалось одеть бетон, там тоже прорастает камыш. Мы сейчас на 2-ю часть речки, не улица, а Лунга, проведена уже отбор, есть уже подрядчик, который будет проводить работы, это средства поступят с регионального бюджета, и где мы постараемся в том числе параллельно и очистить тот участок, который был ранее бетонирован, то есть русло речки Стратан. Но это проблема всех населенных пунктов. Соответственно, такие проекты, где растет камыш, очень сложно избавиться от камыша. Мы не можем травить, потому что есть службы экологические, мы не можем химикатами, потому что в конечном счете водоемы все эти стекаются дальше в большие моря наши. Вопрос из зала. В то же время, в 2 словах всего лишь, я иду кандидатом, тоже независимый, но в то же время даже вынужден сесть на Анатолия Афанасьевича. В то же время, в 2 словах, Анатолий Афанасьевич, что вы планируете по поводу микрорайона мясокомбината? Что вы планируете по микрорайону Шердилыки, по инфраструктуре? Я езжу везде, вы знаете.
найти, а везде буквально список. Какая дорога следующая, кроме Чкалова? Обещали Заречная, я помню, в зале сидели, вы с отчетом были. Дальше. Парковка у рынка, она бесхозная, вдоль железнодорожного полотна. Дальше. По одному вопросу. Бювет, вот вода говорит. И бювет у нас. Мы говорим, вода выходная, всякое все. Возле 4-й школы. Она не периодически работает, не работает. На Менском Минате вода идет с хлопьями. В принципе, работы много, я знаю. Дай Бог вам здоровья, и чтобы вы также любили во благо нас, Белорусов, болгар, молдаван, черногорцев. Спасибо. Спасибо. Вопрос. Значит, если говорить про дороги, вопрос очень больной не только в Чедобунке, но и по всем населенным пунктам, даже в Агеево больной. Чуть ниже скажу почему. Значит, потому что там закончится финансирование, которое до сих пор было. Значит, мы на первом этапе ремонтировали дороги, которые практически были непроездными, непроходимыми. Это район Атамания, это другие участки. Следующий этап – это будет ремонт дорог, где курсирует наш общественный транспорт. Это Сыртмача, это Гоголя, это Олимпийская, это Волнянская, это Маяковского. Параллельно мы будем ремонтировать узловые дороги. Сегодня есть центральная дорога Ленина, у нас объездная должна быть Чкалова, следующая это будет улица Гоголя. Вчера мы были буквально на встрече в районе 6-й школы, надо благоустроить в срочном порядке территорию перед 6-й школой, чтобы люди имели нормальный доступ к нашей гимназии и сад. Это то, что касается дорог. Исходя из тех проектов, которые мы только буквально сейчас выиграли первый этап проекта с помощью экономических агентов, у нас получится, я думаю, что порядка $200 000 отремонтировать улицу Молодежную капитально. Это дорога, которая ведет в микрорайон Менского Мината, по которой тоже курсирует общественный транспорт. Если говорить про бюветы находятся на балансе АПТРМа, который подчиняется. Несмотря на это, мы работу проводим в течение 4 лет. С бюджета города были выделены средства совместно с экономическим агентом. Был капитально отремонтирован помещение, где находится непосредственно скважина в районе Менского Мината. Силами отдельного экономического агента был отремонтирован бювет в районе 6-й школы. В этом году совместно с АПТР мы подремонтировали бювет в районе 3-й школы. Само здание сейчас стало иметь совсем другой вид. Дальше эта работа, конечно, следующий этап бювет на улице Буджакской. По поводу парковок, эта проблема очень больная. Мы эти 4 года занимались парковкой, мы благоустроили парковку перед Примарией, на улице Ломоносова благоустроили парковку частично. Но то, что вы говорите, вдоль железной дороги, это охранная зона 12 метров, которая находится в ведении администрации железной дороги. Соответственно, мы не можем там проводить никаких работ, в том числе, кроме убирать мусор. Микрорайон Шехтерлик у нас за прошлый год удалось обеспечить проезд. Мы не говорим дорога. Дорога в первом варианте это не дорога. Мы обеспечили круглогодичный проезд жителям этого микрорайона. Сегодня можно проехать на любом транспорте круглый год. Мы осветили данный микрорайон. Дальше мы сейчас занимаемся изъятием участков, которые люди не застраивали, а ждали, чтобы перепродать. Порядка 30 участков уже изъято. Мы выделяем эти же участки, но опять молодым семьям. По району Менского Мината мы сейчас выиграли один проект, который называется «Обновление городов». Со следующего года мы именно выбрали район Менского Мината. Со следующего года мы будем реализовать данный проект. Мы можем привлечь для начального этапа до 2 миллионов леев. Мы начнем благоустраивать дворы, многоэтажных домов. У нас создана ассоциация, 15 ассоциаций жильцов многоэтажных домов. С помощью жителей ассоциации мы, выделяя средства, в том числе бюджета, ремонтируем кровли, меняем внутридворовые сети. Тут, соответственно, везде по всем направлениям мы стараемся охватить все сферы. Благодарю. И, пожалуйста, господин Михальченко, у вас 4 минуты. Я уже, как и говорил, у нас по плану полностью ремонт дорог, которая по всему городу, начиная с окраин города и постепенно переходя к центру. Я сразу отвечу на один вопрос, который Анатолий Афанасьевич хочет мне задать. В Аргееве так же самое делается и так и будет делаться.
Потому что вы знаете, как приятно все как относятся к партии ШО. Находясь сегодня все у власти, как относятся к партии ШО. И поэтому ту примарию проверяли ее. В месяц проверяют по 2 раза. Нигде не нашли источника дополнительного финансирования, нигде никаких долгов нет. Они чисто работают по бюджету города, увеличивая его тем более каждый день. Спасибо. Благодарю. И есть вопросы в залу у нас еще? Еще? Давайте. Но конкретный вопрос. Когда Народное собрание принимало закон о развитии русского языка, ваш представитель под номером 2 была яро выступала против. Это лично ее или мнение вашей всей команды? Еще раз, то есть мой представитель кто? Под номером 2 у вас представитель вашей команды, директор лицея. Яро выступала против развития русского языка. Это ее лично. Ну, назовите, кто я под номером 2. Или мнение всей команды вашей. Я прошу прощения на будущие вопросы. Мы здесь обсуждаем проблемы города. Да, но если кандидат... Bizim Gagavuz'da yürüyelim okullarda. Diyelim bir son okulu dili yürüyemedim. Ben küçükken okulu yürüyemedim ama okulda dili. Ben isteyen benim uşaklarım bilsin Gagavuz dilinde konuşsun Gagavuz dilinde. Başka отношения. Спасибо. Хотите добавить? Это воля каждого. И с кем общаться. Поэтому эти вопросы не обсуждаем. Каждый человек имеет право баллотироваться, каждый имеет право человека находиться в каком списке он хочет. Хорошо, спасибо. И один из вопросов, который поступал нам ранее в письменной форме, касается лагеря Туслук. Интересуются жители, почему он не работает, и какое у вас видение для того, чтобы сделать этот лагерь функциональным, чтобы он заработал, и что вы предлагаете в этом плане? В этом году у нас был реализован очень хороший проект экономического направления. Это капитальный ремонт улицы Чеканова, который поддержал и бизнес, и создал условия для доступа жителей города и района к услугам двух наших рынков. Тогда у нас проводили публичные слушания, и капитальный ремонт нашего лагеря «Доступ» был в том числе одним из 3 приоритетов. Благодаря том числе поддержке общественника нам удалось убедить население, что все-таки проект, связанный с поддержкой бизнеса, то есть ремонт и поддержка инфраструктуры двух наших рынков, более важны. Если говорить по лагерю, на сегодняшний день мы подготовлена проектно-сметная документация. Мы подали заявку в болгарское посольство, где в начале марта 2020 года мы надеемся, что нам удастся этот проект выиграть. Если не удастся, то лагерь «Доступ» у нас есть в нашей платформе на 2020 года, то есть в течение 2-го мандата данный лагерь будет капитально ремонтирован. В том числе мы планируем, что это будет частно-государственное партнерство. И у вас 1 минута по поводу лагеря. Вопросы Мне достаточно 30 секунд. Я не буду ждать 2-го мандата, как Анатолий Афанасьевич, ремонтировать в течение 4 месяцев. Спасибо. И вопрос по поводу ямы пекарей. Так как отсутствует яма пекарей, было запланировано на новое заседание горсовета строительство этой ямы пекарей, но до сих пор это не было сделано. Когда это будет сделано, за счет каких средств вы планируете это делать? Ну, такой вопрос на последнем заседании совета, во-первых, не рассматривался. Я не знаю, если человек... Здесь не написано на последнем. Ну, то есть в течение этого времени. Сегодня у нас расстрел собак не проводится, соответственно, то массовый расстрел, который был, и собак потом приходилось хоронить. Сегодня понятно, что такая яма нужна, но мы говорим более глобально. Сегодня, к сожалению, мы констатируем, что полигоны для сбора твердых отходов ни один не авторизирован в Республике Молдова. И сегодня это более комплексная программа, которую решить с помощью только одной примарии и даже региона невозможно. Мы хотели бы, чтобы центральная власть в лице правительства и парламента, я знаю, что в парламенте уже есть первое чтение, обсуждается вопрос насчет открытия мусороперерабатывающих, мусоросжигающих заводов, чтобы мы понимали, что эта программа утилизации, скажем так, отходов животного, то есть происхождения, да, и в том числе, если мы говорим про собак, умерших кошек, она более комплексная. И решить ее только одной лишь ямой, к сожалению, мы не сможем. Добавить, как он подробно и ясно ответил.
Еще один вопрос, и потом мы перейдем опять к залу, так что готовьтесь. Сцена в Парке Победы находится в плачевном состоянии, и как вы видите, что предполагает ваша программа для того, чтобы отремонтировать и привести в порядок сцену? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что у нас два парка, и в 2015 году состояние парков фактически было плачевно, и в результате ливневых дождей парк Победы практически был затоплен полностью. И там никакой абсолютно не было инфраструктуры. Мы очень активно работали с нашими городами-побратимами, в том числе город Измит, который ранее в парке 40 лет ЛКСМ устанавливал мини-поле и небольшой комплекс, скажем, спортивный. Нам удалось реализовать еще один проект совместно с нашими партнерами из города Измит в парке Победа. Не просто проект, это был и партнерский проект, потому что наша часть, то есть бюджета города, мы капитально отремонтировали центральную аллею, ливневую канализацию, установили скамейки, урны, освещение. Наши партнеры, наши друзья установили очень хорошую детскую площадку и в том числе построили мини-поле для игры в баскетбол и волейбол. Соответственно, на этом мы останавливаться не будем. В парке 40 лет в ЛКСМ есть сцена, которая имеет неприглядный вид. Мы ушли от практики проведения праздников на нашем центральном площади, и, соответственно, данная сцена у нас в проекте есть. Мы планируем это сделать не за счет бюджетных средств. Спасибо. У вас также есть 1 минута ответить на этот вопрос. Я просил бы вас смотреть на время. Время истекло. Когда время истекает, мы позволяем закончить предложение. Хорошо, у нас это то, что я уже говорил в своей программе, что мы полностью нашей командой реанимируем и построим еще новые парки и скверы в нашем городе. Прекрасно будет. Спасибо. И еще раз повторю, мы следим за временем. Максимум позволяем кандидатам закончить предложение. И еще вопросы из зала. Идем уже, наверное, ко второму кругу. Вы, прошу вас, не представились. Представьте, пожалуйста, и задавайте вопрос. Меня зовут Владимир Николай Иванович. Скажите, пожалуйста, как вы будете бороться с незаконными свалками на территории кладбища старого? Потому что есть люди строят дома и приводят старый мусор возле кладбища. Вопрос, наверное, какой-то кандидату? По 1 минуте, пожалуйста. Вопрос стихийных свалок был очень больной. Здесь мы должны говорить в первую очередь о культуре наших жителей. И одними только карательными мерами, к сожалению, проблему мы не решим, потому что уровень жизни людей очень маленький. Соответственно, мы больше хотим проводить работу по профилактическую, в том числе привлекая наши общественные организации, в области которой будут области экологии. Конечно, будем заниматься их ликвидацией, чем мы и занимаемся, но, к сожалению, ликвидированных групп появляется 2, и мы бы хотели жителям, чтобы они все-таки более серьезно относились к будущему нашего города, к будущему наших детей. Благодарю. Следующий кандидат. Вопрос довольно интересный, и ответ тоже был очень хороший. Я действительно скажу, надо обращаться в первую очередь к нашим жителям. Задействовать газеты, телевидение, буквально все средства массовой информации и научить наших детей. Потому что мы иногда смотрим, дети идут, ищут урну. Может, потому что мало урн по городу. Дети ищут урну, бабушка сзади кидает бумажку. Покушать конфету, кинула молоко, выкурил сигарету, кинула куром. Все начинается с маленькой, заканчивается действительно этими свалками, которые расположены за чертой города. Это не решение одного дня, это действительно большая проблема. Это уже предыдущий год это решение. Потому что огораживать или действительно уже открывать новые уже места рабочие для людей, которые будут отвечать за это большая проблема для города, думаю. Спасибо. Вопрос из зала. Вопрос Любовь Захарьян. Вопрос такой к кандидатам. Скажите, не секрет, что у нас в городе много оползневых зон? Что в этой части сделалось при мэрии и как вы видите решение этой проблемы? Спасибо. К сожалению, данная проблема она имеет исторический корни в свое время. Почему-то так получалось, что государство нашим жителям выделяло участки по застройке где-то в потенциально опасных оползных зонах. Сегодня мы таких имеем очень много. Они у нас все на учете. Самая большая проблема – это участок улицы 9 января, где мы провели экспертизу участка. Экспертиза показала, что восстановление невозможно, только выселение 4 жителей 4 домов.
Мы все, что необходимо, процедуру прошли, мы выделили средства с местного бюджета, обратились в район выделил, обратились в региональный выделил, провели оценку домовладений, все документы находятся в правительстве Республики Молдова. Поменялось одно правительство, ждали, сейчас опять по новому вопросу реанимировали. Очень надеемся, что правительство сдержит не только свои обещания, сколько то, что соответствует законам, а та остальная разница должна быть выплачена этим людям, для того, чтобы они могли приобрести новое жилье. Благодарю. Господин Михальченко, есть комментарии? Мне нечего буквально добавить в основу, потому что я не сталкивался с этой проблемой, и я даже не знаю, о каких участках речь. Я не успел, физически не успел охватить весь город, чтобы узнать о таких проблемах. Если есть проблемы, значит, будет решение. Такое. Спасибо. Вопросы в зал? Господин Михальченко, вы своими выражениями там сделаем парк, там сделаем это, откуда вы думаете это финансирование все? Спасибо. А откуда будет финансирование ваших проектов? Я уже 5 раз отвечал откуда. Это привлечение инвесторов, это увеличение бюджета. Я вам еще скажу 3-й раз еще задайте, пожалуйста, отвечу. Неужели вы думаете, что я приду, у меня есть 2 миллиона собственных денег, я буду доставать, куплю что-нибудь, инвертора куплю. Это все деньги бюджета, говорю, которые мы увеличим в 1,5-2 раза. И это не то слова, это не сказки, это ничего, это реальный мир для того, чтобы наши люди жили лучше. Спасибо. И проводим, наверное, финальный. У нас есть вопросы общего характера к кандидатам. Проведем еще одну маленькую лотерею. Выберите один из вопросов. И да, в том же порядке, как была проведена жеребьевка. Господин Михальченко. Да? Нет, у нас не предусмотрены вопросы друг к другу среди кандидатов. Такой у нас формат дебатов. Номер вопроса и номер 7. В последнее время все больше говорят о необходимости новой административно-территориальной реформы. Вопрос, что вы по этому думаете? А что думать? Надо думать в городе. Город получил статус муниципии, и надо работать, привлекать инвесторов. Вот и весь мой ответ. Спасибо. Можете добавить к этому вопросу? Мне уже опыт работы 4 года, мне бы хотелось, чтобы у нас была реальная децентрализация, что примар, как в нормальных странах европейских, и в том числе российских, я не знаю, всех стран, имели реальные полномочия для того, чтобы реализовывать на местах те функции, которые мы должны реализовать. Сегодня, к сожалению, я констатирую, что примар всего лишь исполнитель, а рычагов определенных нужных у него, конечно, нет. И здесь мы очень хотели, чтобы была реальная децентрализация, в том числе финансовая. Спасибо. Выберите, пожалуйста, конверт. И зачитывайте вопрос и номер вопроса. Как вы оцениваете степень прозрачности доступа к информации для граждан? Вопрос. Нужно ли совершенствовать эту работу? Если да, то какие у вас есть планы в этом отношении? Я уже отвечал частично. У нас работает сайт, работает практически на 3 языках. У нас есть раздел «Прозрачность, доступ к информации для всех жителей». Мы в течение этих 4 лет раз в квартал выпускали бюллетень Примарии, где мы информировали о тех проектах, которые мы реализовали, которые не смогли реализовать, какие будем реализовывать. И в этом отношении мы проводим публичные слушания. Спасибо общественникам, что они нам помогают, в том числе в этом. То есть даже по каким-то маленьким вопросам, которые требуют обсуждения, мы проводим публичные слушания, как того требует законодательство. И здесь я считаю, что Примария должна быть более открыта, в том числе есть сайт Примарии в Facebook, где страничка Примара, которая доступна практически круглосуточно. Поэтому, конечно же, мы в этом направлении будем дальше работать. Спасибо. И, господин Михальченко, вы также можете ответить по вопросам прозрачности. Как вы собираетесь улучшить прозрачность в работе Примарии? Я уже говорил эту тему, то, что мало того, что существует, надо также еще опубликовать везде во всех газетах и объявления в газете, стенды ставить, не только опубликовать монитор отвечал, потому что не все люди, поверьте мне, в газетах. У нас как проводится решение, публикуется монитор отвечал и вступает в законную силу. Люди не знают, поверьте мне на слово, я как юрист, и то я еще сталкиваюсь с такими нюансами, которые я еще не знал. Что сказать о простом человеке, когда он, допустим, стоит, что-то видит, выросло, что-то где-то, какое-то здание или что-то смотрит, опубликовано, монитор отвечал. Все, она закреплена законом.
а фактически граждане очень слабого оповещения. Не все сегодня, у нас большинство жителей в городе, это пенсионеры, это пожилые люди, которые не все владеют байкером, нацапкой и всеми другими наворотами и телевидением. Поэтому я говорю, больше удара нужно уделять на прессу и объявлениям, которые стенд должен быть опубликован в центре города, которые опубликовывают все решения. Это прозрачность и открытость. Спасибо. Спасибо большое. Есть еще вопросы из зала? Если нет вопросов из зала, мы приступим к нашей финальной части. Хорошо, тогда последний вопрос, пожалуйста. Я хотел задать вопрос по поводу, сейчас, секунду, саженца, питомника. В Червонке был хороший питомник, который организовал примаром гостя. Сейчас он заброшен, я думаю, что это игра нынешнего примара, и хотел бы, чтобы в дальнейшем любой, кто бы из вас не прошел бы, все-таки нам нужен питомник, чтобы мы по городу могли выращивать посаженные саженцы. Потому что я сам в свое время, когда работал, туда маленькие туи, сейчас вышли его роста, у меня на работе 10 туи, вышли его роста красивые туи. В городу нужен питомник. Питомник в городе Читабунга. Как вы смотрите на это предложение? Мы когда проанализировали в 2015 году, сколько идет средств на содержание питомника, которые, эти все клены, которые клены, если не ошибаюсь, больные, которые посажены по центральной улице, и которые в сезон, когда идет цветение, они все поедаются гусеницами, мы понимаем, что это то, что мы должны делать. И теперь посадить дерево очень сложно, но и выкорчевать его теперь еще сложнее, потому что теперь надо получать разрешение с Кишинева. Поэтому мы приняли решение, что мы будем закупать оптом, закупать нормальные саженцы, которые имеют нормальный эстетический вид. С этого года мы буквально в конце октября планируем засадить центральную улицу Ленина, вот эти пустотные места, которые... Плюс мы будем раздавать нашим жителям, чтобы... И плюс будет обращение, чтобы осенью житель, каждый житель посадил хотя бы одно дерево у себя, пускай это будет в доме, на территории своего дома, перед домом. Если мы каждый год будем сажать по одному дереву, мы будем сами ухаживать, соответственно, у нас будет каждый год сажаться в пределах минимум 10 тысяч саженцев. Вопрос, комментарий, господин Михальчик, есть? Нет. Нет, да. Вопрос у меня в последний момент появились вопросы. Я прошу прощения, я не знал, что тут можно. Я тоже независимый кандидат. Вы не проводите агитацию свою? Нет, не агитация. Просто вы мне представляете, я не представился так. И я хотел бы сейчас на те два вопроса, которые я задавал, Антон Ильич. Я знаю эти вопросы, но люди на их месте, я бы не понял вообще эти вопросы. Так сходство именно не хотите. Потому что это комментарий, да? Потому что сегодня, при таком бюджете, который в 2000 году, когда мы открывали дом престарелых, и сегодня большие суммы, как чаки, это Волчини и Вене открываются, и они находятся в бюджете. И второе, насчет финансирования я у вас прошу. Вы тоже как-то сказали, до вашего прихода мы не получали, город не получал ни одной копейки от дорожного налога. Сегодня получает 50%. До вашего прихода не получала как вложений, это 5 миллионов и 2 миллиона от дорожного налога. Тоже не получает. Спасибо. Простите, это вопрос. Они говорят, что 2 раза бюджет прокат. Спасибо. Ну, слышите ваш вопрос. Спасибо. Это надо говорить, это скрытно, почему-то люди не знают. Спасибо. Спасибо. И сам последний вопрос здесь, пожалуйста. Наталья начну. У меня вопрос к Михаилу Михальченко. Во время парламентских выборов наша площадь центральная была использована в предвыборной агитации вашей партии, то есть партии ШОР. Там вы оставили, кроме того, что беспорядок, плюс разломанную плитку на площади. Когда вы придумаете восстановить? Это нашим, не нашим горожанам, нашим. Сейчас скоро мероприятие будет, а площадь так не стоит разрушенная. Спасибо. Отвечаю, Мария Борисовна. Везде партия ШОР проводила мероприятия, ставила елочки, делала концерт. Везде все привозили на автобусах, все привозили на центральную, и на машинах привозили на центральную площадь. Только центральная площадь Чедермунги, только центральная площадь Чедермунги почему-то пострадала. Это, видимо, говорит о некачественном строительстве плитки этой постановки.
А в ближайшее время и не партия ШОР говорит, а надо говорить на конкретное число. Это был задан вопрос, вы прекрасно это знаете. Было заявление в полицию, это не партия ШОР, это водитель нарушил все правила, заехал на площадь. Это не ШОР приехал, и не Миша Михайлович, я отвечаю на ваш вопрос. Вы задали провокационный вопрос, я знал, и даже о нем еще задали про это. Еще раз отвечаю. Это нарушил водитель правила, а не партия ШОР, и не Илон ШОР, и не Михайлович был за рулем. Пожалуйста, было это заявление в полицию, пускай поднимут и накажут этого водителя, чтобы он постановил за свой счет эту плитку. Я ответил на ваш вопрос? Спасибо. Пожалуйста. Если кандидаты согласны, еще два последних вопроса мы допускаем здесь. Хорошо? Вопрос из зала. Два последних вопроса. Если можно, сидя. Здравствуйте, уважаемые кандидаты. У меня вопрос к Анатолию Афанасьевичу. Уже много лет мы обращались с вопросом о проблеме крыши, которая может в ближайшее время просто рухнуть. И когда нам будет больше инвестиций. Если вы пройдете на этих выборах, сможете ли вы помочь в этом вопросе, чтобы ассоциация имела больше над головой и в дальнейшем проводила мероприятия? Спасибо. Мы отвечаем очень честно. Как только будет сдана школа искусств, вы освободите остальную часть бывшей 5-й школы, которая будет капитально отремонтирована, как первая часть. И там будут размещены еще 250 детей, которые будут заниматься спортом по интересам. Потому что у нас на первом месте дети. Спасибо. Хорошо. Вопрос из зала. Вопрос господину Михальченко. Люди, которые не ходят на встречи с вами, которые не присутствуют в этом зале, где могут ознакомиться с вашей предвыборной программой? О вас ничего не известно, вы темная лошадка, я работаю редактором газеты, мне звонят и спрашивают, кто такой второй кандидат. Я вас не знаю, вас не знает никто. Где можно с вами познакомиться, за 3 дня? Спасибо. Спасибо. Я отвечу на ваш вопрос. Это очень интересный вопрос. Мы давали заявку на размещение рекламы, на размещение баннера. Ну, меня, спасибо, установили. Я вам честно скажу, все жители Гайдара и Камая, когда заезжают в город, они знают, что я баллотируюсь. Остальные больше никто. Поэтому ни газет, ничего. У нас очень интересная тематика и очень большая программа. У меня к вам такая же просьба будет. Пожалуйста, завтра до 16 часов, где вы соберетесь, 250 человек, я открою вам всю мою программу полностью от А до Я. И открою то, что я не могу сейчас сказать, потому что очень мало времени ограничено. И поверьте мне, ни один житель города Чагатунки не пожалеет, когда придет команда от партии ШОР по главе со мной. Спасибо. Спасибо. Вопросы из зала завершились, и мы приступаем к нашей финальной части. Финальное обращение кандидатов. По 1 минуте у вас каждого есть. Будем действовать также согласно жеребьевке. Первым выступает господин Михальченко. 1 минута. Ваше финальное обращение. Уважаемые жители города Чагатунки, нашего любимого города Чагатунки, сейчас появилась приятная возможность и очень хорошая возможность, чтобы наш город стал красивее, зеркальнее, отличнее. Очень хорошая у нас команда. Придя на работу сюда, в Чагатунку, поверьте мне, с 21 октября до 21 ноября я возьму раскладушку, буду спать здесь. Пока я не узнаю все, что творится в нашем городе, и чтобы уже 22 ноября объяснить всем людям, как можно жить лучше, и куда уходит у нас бюджет зеркальный, и как построить больше, лучше и качественнее. Поэтому, пожалуйста, голосуйте за партию ШОР и также самое за советников, потому что, придя на работу при Марии, Адилия ничего не сделает без советников. Поэтому есть такой логотип, там партии ШОР, номеров уже нет. Пожалуйста, голосуйте, и вы действительно убедитесь, что такое хорошо и что такое плохо. Спасибо. Спасибо. И господин Топал, также 1 минута. Пожалуйста. Уважаемые жители муниципия, мы эти 4 года были с вами, мы реализовали очень много проектов, мы остановили разрушение нашего города. Я благодарен всем жителям за выплаченные налоги, всем экономическим агентам за выплаченные налоги, сборы. Благодаря этому мы имели возможность реализовать в городе проекты. Мы привлекали средства со стороны. Основной акцент в своей программе, как и с вами, будем делать на развитие экономики. Параллельно будем строить дороги, реконструировать уличное освещение, поддерживать молодежь, наши детские сады.
и сделаем все для того, чтобы нам не стыдно было за эти 4, которые мы с вами проведем. Если вы нас поддержите, поддержите меня, мою команду, которая идет при поддержке партии социалистов, мы не будем заниматься политикой, мы будем заниматься только делами города. Спасибо. Спасибо огромное зрителям. Насколько я помню, в всех дебатах есть такой вопрос, по одному вопросу прямолян друг к другу. Нет, в наших дебатах нет. Это на телевизионных. Вас, наверное, приглашали. У нас есть регламент, от которого мы не можем отходить, к сожалению. Дело в том, что мы люди тоже подневольные. В коридоре можно будет отдельно задавать друг другу